Здравствуйте! В эфире телеканала «Осетия и Рыштон», проект «Связи». В нашей студии мы будем налаживать культурные, национальные и профессиональные связи с теми, кто далеко, но готов стать ближе. Пока одни выбирают Европу и новый свет, другие устремляются на восток. Наша героиня не боится сложностей и барьеров, в особенности языковых. Китайских студентов она обучает осетинской культуре, а в своем блоге, напротив, рассказывает о поднебесной жизни. С нами на связи из Китая хореограф и преподаватель Хэйхэского университета Рамина Будаева. Здравствуйте, Рамина. Нихао. Скажите, вы носите одежду с маркировкой «Made in China»? Ну, я думаю, как большая часть населения Земли, да. Насколько популярны другие какие-то европейские бренды в Китае? Очень популярны. И европейские, и российские. Кстати, они чаще стараются выезжать куда-то на шопинг в другие страны, покупают там вещи. Вы 2 года уже живете в Китае, и к чему вы больше всего не могли привыкнуть в этой стране? Когда я только приехала, я уже не помню эти ощущения, но, конечно, Китай — это не то, что другая страна, это прям как другой мир. Совершенно здесь все по-другому. И привыкать, конечно, долго надо. Но к чему конкретно я не могла привыкнуть? Наверное, может быть, к тому, что всегда надо думать, о чем он говорит. То есть человек с тобой разговаривает, а ты должен понимать, что он подразумевает. Он тебе не говорит это прямо. Он что-то говорит одно, а имеет в виду другое совершенно. Это связано с ментальностью китайской? Да, это в ментальности. И есть у них еще такое понятие, как потерять лицо, это так называется. То есть если ты у него что-то спросила, он не знает, он тебе не скажет, что он не знает, он узнает у кого-то, спросит, еще что-то сделает. И, может быть, неправильно скажет, но нельзя ему сказать, что он не прав, потому что тогда он потеряет лицо. Это очень важно в Китае, они переживают за это всегда. Рамина, вы учились в Гергиевском колледже, также в Муспеде, окончили Краснодарский университет культуры и получили при этом разные специальности. Почему вы все-таки остановились на хореографии? Это как-то так получилось, что когда я училась в университете там в Краснодаре, когда они предложили работу, китайцы, то есть этот университет конкретно, сын ректора нашего университета, это он нас как-то связал. Как-то так получилось, что все, что я до этого учила, все как-то счастливо соединилось в этой вакансии. Все, что я до этого знала, все пригодилось. И именно им нужен был хореограф, потому что им нужны иностранные специалисты. Правда, я ехала сюда и преподавать русский танец. Немножко это, конечно, необычно было. Конечно, я проходила русский танец, но это было не главное. Да? Сейчас, на данный момент, я занимаюсь тем, что я преподаю русский танец и балет, классику, как у нас называется. Рамина, как вы думаете, с чем связан интерес китайских студентов к русской культуре? Это даже не только к русской культуре. Они нанимают иностранных специалистов, берут у них все, что мы знаем, оплачивают это все. Но дело в том, что я нахожусь в таком месте территориально, что я близко к России, к границе России. И тут вообще у нас связи налажены сильно. У нас буквально недавно прошел культурная ярмарка, 10-я международная, и к нам приезжали московские ансамбли. Мы тоже также участвовали. Неделю мы выступали на концертах там, тоже по телевидению это все показывали. То есть здесь такая культурная жизнь в этом смысле. И русский язык они учат. Близко они находятся, поэтому и русский танец их интересует.
Давайте вернемся на 2 года назад. Как все-таки вы получили предложение переехать в Китай, преподавать там? Я училась в Краснодарском государственном университете культуры и искусств. Сын нашего ректора учился в Китае, потом работал в Китае. И когда он приехал туда, первый год в Краснодар он приехал, у него были еще как-то налажены связи с Китаем. Они у него попросили, чтобы он нашел преподавателей. То есть поступило предложение не только мне, а мне и еще нескольким людям. То есть они были заинтересованы, они сами нас искали, сами нашли. И потом я не поехала первый год там по семейным обстоятельствам, на второй год что-то с вакансией тут уже было, потому что вообще попасть в университет — это очень достаточно сложно, потому что здесь все официально и нужно очень много документов. И вот второй год уже этой вакансии не было, а на третий год уже, когда только она появилась, эта вакансия, они меня имели в виду тоже. И вот поступил такой звонок зимой. Они сказали, что нужен будет на новый учебный год преподаватель. И я все собрала, все документы и поехала. И как произошел сам переезд? Переезд еще как-то более или менее, а вот собрать эти документы — это был отдельный, конечно, квест, потому что мне надо было это на китайском языке, эти справки, на худой конец на английском языке. То есть медсправку на английском языке в Владикавказе получить достаточно сложно на самом деле. То есть я распечатала тогда уже справку, там на сайте посольства есть форма этой справки медицинской. И вот я ходила с этой справкой. Врачи не хотели подписывать, потому что там было по-английски. Надо было переводить, объяснять, что здесь написано. Ну, кое-как, конечно, с трудом. И при этом вы тогда не владели языком, да? Нет, не владела. Я и сейчас не могу сказать, что я так прям хорошо владею. У меня переводчик у меня здесь. То есть, когда я ехала, они сказали, что то есть, соответственно, я спрашивала, как я буду работать, если я не знаю языка. Я не собиралась ехать в Китай. И мне не было в планах учить китайский, но они сказали, что они предоставляют переводчика, и вот она практически всегда со мной. Как вы общаетесь с студентами, когда, допустим, переводчика нет, или он куда-то отошел на языке жестов, или как это происходит? Я уже общаюсь как-то. Ну, во-первых, предмет у меня такой, что в основном я могу показать, да, какое-то движение, и они за мной повторяют. Ну и плюс к этому я уже знаю, что надо говорить на уроке. И когда они уже какое-то время со мной находятся, мы уже начинаем друг друга и так понимать. Какая-то смесь там бывает на английском, на русском, на китайском. То есть составляются какие-то фразы. В общем-то, они тоже заинтересованы в том, чтобы слушать эту речь русскую. Им тоже интересно. К концу обучения они уже все умеют по-русски и считать, и здороваться. И по-осетински они у меня здороваются, и понимают какие-то фразы. То есть учат они, им тоже это интересно, необычно для них. Но вы все-таки китайский язык хоть на каком-то уровне выучили? Ну, конечно, я же здесь нахожусь, в город выхожу, все делаю. Но опять-таки это город близко к России, и есть тут люди, которые понимают тоже на таком простейшем уровне бытовом. То есть так совсем ты не пропадешь, если тебе что-то сильно надо. Можно как-то объяснить. Ну и, конечно, куда без технического прогресса. В телефоне есть переводчик. Берешь, набираешь, и все переводит. Ну, некорректно чаще всего. Ну, простые фразы как-то можно перевести. Но лучше всего переводит на китайский язык Google переводчик. Но Google сервисы тут не работают. Они забанены. Поэтому
Там надо включать программу отдельную, и потом только Google переводчик. Если кто-то собирается ехать в Китай, то пускай на той стороне устанавливает себе программу VPN, потому что без VPN мы бы и не разговаривали сейчас, и ни Инстаграм, ни WhatsApp, ни YouTube, ничего практически. Это везде в Китае так. У них все свое. Давайте тогда перейдем к интернету китайскому. Это далеко уже ни для кого не секрет, что интернет в Китае закрыт, и некоторые сайты забанены, как вы сказали, а поисковики фильтруют информацию. Вот вам как было легко к этому привыкнуть или все-таки трудно? Трудно. Во-первых, скорость интернета здесь небольшая. Как ни странно. Не знаю, может, это от количества населения зависит. Но интернет гораздо медленнее, чем в той же Осетии. То, что фильтруются запросы, фильтруется вообще все в принципе. Ну, как и у нас вообще, но просто у нас так про это не говорится. А здесь прям есть свои отдельные сайты. Они даже не нуждаются. То есть студенты, они не знают про наши соцсети, они им не нужны. У них есть все аналоги того, что есть у нас. Поэтому они прекрасно в своих соцсетях находятся. Про наши и не думают. Мне было сложно, потому что я приехала. Поначалу, конечно, у меня связь была по WhatsApp, потому что я еще не перешла на китайские мессенджеры. И он очень плохо работал, как и сейчас, в принципе, он плохо работает. Ни Инстаграма, ни того же Ютуба иногда тебе что-то надо посмотреть по той же работе, что-то там уточнить. И я не могу это посмотреть. А в китайском интернете я это, соответственно, тоже не найду. С этим и сейчас сложности. Это не по приезду, это вообще, в принципе, у всех иностранцев здесь такая проблема. Ну вот вы говорите, что у молодежи у них нет проблем, потому что у них в Китае есть свои мессенджеры, есть свои соцсети. А если говорить о старшем поколении или о тех, кто хотят как-то развиваться, смотреть информацию, которая выходит за пределы Китая, они что говорят о закрытости интернета? Ну, есть, конечно, люди, у которых установлен VPN, и они тоже заходят в Инстаграм, но это малое количество людей. Кроме того, есть еще Гонконг, это зона свободная то есть это континентальный Китай, то есть это государство в государстве, там тоже много населения, там все открыто, там нет этого бана. Кто хочет что-то узнавать, они узнают. Но чаще они общаются внутри своих сетей. С одной стороны, может быть, это и оправдано, потому что такое количество людей, и если интернет не будет проходить какую-то фильтрацию и модерацию, то может быть, что это даже лучше, что им выдают определенную информацию, которая только прекрасно и благотворно сказывается на их самочувствии и самоощущении. Они уверены, что они живут в самой прекрасной стране в мире. Им даже никто не нужен. Если говорить об китайском укладе жизни, чем он отличается от русского? От русского или от осетинского? Большая разница. От русского, Почему? и от осетинского. Почему большая разница? Потому что я вижу, что здесь сложнее, гораздо сложнее находиться людям из России, из центральной откуда-то, да, и из других стран, чем мне. Как бы странно это ни звучало, но у нас много общего, схожего в поведении, в менталитете каком-то. Тем более я нахожусь, город у меня небольшой, там, где я нахожусь, по китайским меркам. И тоже большая разница между китайцами в маленьком городе и китайцами в большом городе. Ну, так же, как и в России, в принципе. И вот те, которые здесь находятся, они, конечно, не очень, но много похожего с моим тем родным маленьким городом. То есть они тоже все друг про друга все знают, и меня они знают
И ведут они себя как бы с оглядкой всегда хорошо, потому что, ну, опять-таки, город маленький. И как и мужчины тоже себя ведут примерно как наши мужчины. И мужчина-женщина такое же какое-то есть разделение. То есть людям из России здесь многое непривычно. Вот я как-то более влилась сразу, потому что для меня это нормально. То есть мне не нужно это объяснять. Много чего из того, что они объясняют, мне не надо объяснять. Для меня это и так естественно. Если говорить сейчас о китайском образовании, оно достаточно хорошо котируется во всем мире. Чем оно существенно отличается от российского образования, на ваш взгляд? Но начнем с того, что дети в школе учатся с 8 и до 10-30 ночи. Они целый день находятся в школе, целый день они там, ну, то есть они едят там, и, то есть мы уже едем домой, мы взрослые люди, а дети, школьники только начинают выходить из школы. На мой взгляд, у них другая, конечно, система образования. Я не могу сказать, какая из них лучше, российская или китайская. Но могу сказать, что китайские родители, есть у них такая поговорка: кто проиграл на старте, тот проиграл весь путь. Как бы. И они с самого начала, вот, то есть дети маленькие, и они загружены по полной программе. До школы, до того, как пошли в школу, они уже начинают учить этот английский язык, и русский язык, и танцы, и все что угодно. Потом в школе они вот учатся тоже всему. Потом, то есть есть у них такое, то, что они все время хотят больше узнавать, и родители тоже их все. То есть есть стремление какое-то у них к развитию. А много ли студентов иностранцев в китайских вузах? Иностранцев, да, много. Из разных стран есть. Это не только Россия. В нашем, если брать конкретно наш университет, у нас есть и русские студенты, и студенты из Чада, и из Ирана, ну, Казахстан, это как бы... Недалеко? Да, и недалеко, и у них налажена связь. Ну, то есть у нас есть еще другие... Из Камеруна у нас есть. Ну, то есть много у нас студентов. Просто я всех, конечно, не знаю, но в основном... Просто я живу в общежитии для иностранцев, и все иностранцы находятся здесь. Как обстоят дела с обратной ситуацией? Насколько велик процент тех, кто уезжает, наоборот, из Китая, чтобы получить образование за границей? У кого есть возможность, уезжают за границу и учатся там. Московские вузы самые такие. Допустим, если по моей специальности, консерватория Чайковского, именно Петра Ильича Чайковского, это очень котируемое заведение, конечно, во всем мире. И наш конкретно студент туда поехал, учится. Там безумный ценник на образование. Но они стремятся, отдают эти деньги, едут в разные страны, учатся там. Это считается очень хорошо, если ты учишься где-то. Чем отличаются китайские студенты от российских? Китайские студенты, когда приходят, они приходят после школы вот этой с утра до ночи. И когда они приходят, они еще совершенно зеленые, так скажем. То есть они света белого не видят в школе, и потом, когда они попадают в университет, они еще бывают совершенно такие дети, можно так сказать. Если наши студенты на первом курсе уже достаточно взрослые и ведут себя более свободно, расслабленно, эти нет, они все время вместе, вот этими большими группами передвигаются, приходят, смотрят. И, кроме того, у них отношение к преподавателю просто на уровне.
таком высоком. Нет такого, что кто-то там тебя не слушает или перебивает или что-то. Конечно, их надо все время держать тоже в тонусе, но услышать, допустим, что ты кого-то ругаешь и тебе что-то говорят в ответ, такого не увидишь. То есть к старшим и к преподавателю у них отношение очень такое уважительное. А насколько легко получить образование именно высшее в Китае? Ну, я не думаю, что это легко, потому что сначала надо пройти языковые курсы от этого университета. Допустим, самый распространенный университет называется Институт Конфуция. По всему миру открываются филиалы. И там они учат год, они проходят курсы, потом они приезжают сюда и проходят здесь еще год общие какие-то предметы на китайском языке. И потом уже со следующего года они разделяются на специальность. И все это на китайском языке. Я не думаю, что это совсем легко. Но поступить можно, и гранты есть тоже. Если хочется поступать, то можно попробовать, потому что если с хорошими баллами поступаешь, то и стипендия будет, и жилье, все оплачивается. Они приветствуют иностранных студентов, конечно. Вот вы сказали, что к преподавателям очень уважительно относятся студенты. Насколько в Китае высокооплачиваема работа преподавателя? Сложно сказать, потому что зарплата преподавателя иностранца и зарплата преподавателя китайца отличается по сумме. И не могу сказать, что у них большие зарплаты у преподавателей. Конечно, здесь есть очень четкая вот эта градация. Если у нас ты, даже если закончил аспирантуру и уже имеешь степени, то там какие-то надбавки небольшие. А здесь прям за каждое все, что ты сделал, насколько ты выше и выше самообразовался, настолько у тебя и растет зарплата. Допустим, сейчас человек, который учится там в аспирантуре в Москве, если он приедет и захочет работать в нашем университете, то они ему предоставляют уже и квартиру, и большую зарплату, и еще там всякие бонусы. Но, скорее всего, с такими регалиями он уже захочет ехать в другой университет, в каком-то большом городе крупном. Рамина, а в обществе китайском почетно быть преподавателем? Да, это такое отношение достаточно уважительное, когда ты говоришь, что ты преподаватель, тем более в университете. Вообще, в принципе, работать в университете — это достаточно престижная работа. Все стараются устроиться в штат именно. Вот моя переводчица, она работала как бы по контракту. А сейчас у нее получилось устроиться именно штатным работником. Зарплата у нее стала меньше, но она на это готова, лишь бы она была официально трудоустроена в университете. Вы сейчас преподаете на музыкальном факультете хореографию. Насколько вообще среди китайской молодежи популярны творческие специальности? Популярны, потому что они, прежде всего, они очень любят петь. Вообще у них язык такой очень музыкальный, с их тонами. И вообще, в принципе, они очень любят петь, они все время ходят в караоке, там поют, и на занятиях поют, везде поют. Им нравится этот процесс, конечно. Танцы тоже достаточно популярны. Но, конечно, есть много других профессий, более прибыльных. Все упирается вот в это, и они чаще, конечно, поступают на какие-то более приземленные факультеты. А приземленные и при этом прибыльные — это какие специальности? Так же, как и везде. Экономисты, Врачи, юристы? экономисты, юристы, да. Ну, в основном они же еще занимаются торговлей.
и какими-то международными связями. Вот туда и в основном идут. То есть я работаю как бы на международном факультете, от международного факультета. Просто мое место работы — музыкальный факультет. А так вообще работаю на международном факультете, и здесь вот много студентов, которые именно поступают на этот факультет, чтобы у них были какие-то наработки уже. Не так давно все местные паблики пестрили заголовками. Китайские студенты исполнили осетинский танец хонга. Вы ставили этот танец, кроме того, он был исполнен под ваш аккомпанемент. Как возникла идея внести в китайское, пусть и студенческое пространство, элементы осетинской культуры в виде танца? Она меня и не покидала. Я вообще, в принципе, здесь. Конечно, это не по программе, но я так и не могу. Я вообще уже с тех пор, как приехала, даю какие-то... Включаю музыку какую-то, включаю им записи. Они смотрят с удовольствием госансамбль «Алан», как танцуют, они в восторге. Объясняю, что означают эти костюмы, почему они такие, вообще, что это за народ такой. Потому что они совсем не знают. Для них Россия — это просто Россия. То есть нет у них какого-то разделения. И вот я им рассказываю, показываю. И танцы тоже мы танцевали уже. Но хонгу я не ставила. С удовольствием они исполняли этот танец, потому что они вдохновленные этими записями, какие там девушки, парни. В общем, они очень были рады. Выбирали, не то что выбирали, а стремились, чтобы именно их пара танцевала. В общем, все прошло нормально. Единственное, у нас с костюмами была, конечно, проблема. Шили на расстоянии, я снимала мерки, и в Россию отправляла в филармонию, в Благовещенскую филармонию. То есть отправляла фотографию, что мне нужно, мерки. В итоге получилось не совсем, особенно с мужским костюмом, не очень вышло. Но зато у меня нагрудники и пояс были мои свои. И вот косынка. Это сыграла тоже свою роль, сразу это стало достаточно симпатично. Но с парнем не очень с костюмом парня не очень повезло. Пояс так и я и не смогла. Не то, что объяснить, где бы я его взяла, там еще нож должен быть. Так он и без него и танцевал. Хорошо, хоть шапку как-то мы смогли сделать. А как восприняла китайская публика такой танец? Ведь это, наверное, в корне отличается от того, что они видели до этого. В корне отличается от того, что они танцевали до этого русские танцы. А в принципе в китайских танцах есть тоже какие-то вот такие элементы. Конечно, не в мужских танцах, но в женских есть и костюмы такие, вот такие у них рукава длинные, и такие плавные какие-то танцы. Есть какие-то похожие такие элементы в танцах. Но восприняли они просто с восторгом. Тем более перед выступлением мы показали видео. Потому что все-таки не все там мои учащиеся, не все смотрели и не все со мной так общаются ежедневно. Вот я показала видео про Китай, вот это аланский след. Какие-то фрагменты оттуда показала. Показала красивые виды, показала, где мы находимся. Танец тоже, там какой-то фрагмент танца. И потом уже вот живьем как бы вот это мы все продемонстрировали. Очень всем понравилось. До сих пор все гордые, просят, чтобы мы им показали. Это уже в следующем полугодии что-нибудь, потому что сейчас очень много у нас все загружено, концерты другие были, сейчас не успеваем. Вот вы как раз одному интернет-порталу сказали, что планируете повторить опять же этот номер и затягивать с этим не будете. А вы не хотите добавить еще какие-то номера, чтобы расширить концертную программу именно осетинских танцев?
С удовольствием. Только я не представляю, во что я их одену. Потому что эти костюмы я шила на свои деньги, не на чьи-то, не на университетские деньги, на свои личные. Ну, мне не жалко этих денег для такого дела. Но шить, допустим, ранее, как я ранее думала, я хотела поставить девичий танец, ну, это надо шить как минимум 8 женских костюмов опять заказать где-то и прислать их сюда, потому что здесь мне их не сошьют. Тем более вот мы планируем сделать концерт свой, без не по чьей-то инициативе, а по своей. Там уж я вольна любые номера какие-то ставить, хотя я достаточно ограничена в выборе номеров, потому что все-таки у меня специализация русский танец и балет, и им все время нужен русский танец. То есть это первостепенно. Я должна сначала показывать это, а потом уже, если я успеваю или что делаю, я могу. Это еще надо пройти цензуру. Несмотря на то, что Китай часто называют экономическим чудом, в Китае есть смертная казнь, большие проблемы с экологией, связанные они прежде всего с развитием промышленности. Вы можете назвать эту страну благоприятной для жизни? Сложный вопрос. Я считаю, что лично мое мнение, что каждый должен жить там, где он родился. Ну, это лично мое мнение, потому что везде, в какую бы ты страну ни приехал, везде есть свои какие-то сложности, и всегда ты все равно приезжий. То есть в любой момент тебе об этом говорят, как только ты начинаешь как-то качать какие-то свои права или как выразиться, я не знаю. Но не могу сказать, что для иностранцев это очень комфортная страна, потому что у них 5000-летняя культура, и которую они очень все-таки держат, они за нее держатся, и они не меняются. То есть он развивается бешеными темпами, просто буквально даже вот за то время, пока я здесь, он очень поменялся, очень сильно. Китай идет вперед. И в то же время они держатся за свои традиции. И многое непонятно. Если ты не принимаешь эти традиции, то будет тебе сложно. Ты их все равно не сможешь изменить. Они очень за них борются и держатся. То есть, если ты где-то в Европе, то там все более, так скажем, толерантно, да? Здесь такого нет. Здесь надо как-то по-китайски быть. То есть по отношению к мигрантам эта страна не такая лояльная? Ну, начнем с того, что гражданство здесь не дают никому. Если только ты не супер выдающийся ученый или очень много сделал для Китая, или какая-то очень выдающаяся известная личность, может быть, тогда, а так нет, не дают. Даже если ты вышла, к примеру, замуж, то тебе просто дают семейную визу или вид на жительство. Ну, то есть пока ты замужем, и есть у тебя какие-то права, а дальше уже, если ты развелась, то все, ты опять просто Бесправная. приезжая. Рамина, вот у вас есть блог, вы ведете свой Инстаграм, и при этом не просто выкладываете фотографии с какие-то моменты своей жизни, но рассказываете о Китае, о традициях, о том даже, как получить визу. Вот как реагируют ваши подписчики на такой контент? Очень они реагируют благоприятно, благосклонно, если так выразиться. Особенно сторис смотрят какое-то огромное количество людей. При том, что я сторис стала буквально недавно снимать. Ну, может, месяц или два, что я стала как-то больше выкладывать, потому что у меня элементарно нет времени. И еще у меня нет все время телефона. То есть у меня такая работа, когда телефон у меня не с собой. Он мне мешает.
И периодически я вспоминаю, что надо что-то снять, и что-то поэтому снимаю. Но еще есть проблема, что я приехала давно, и для меня удивительного тут практически нет ничего, да. И поэтому я не считаю это нужным снимать. А потом, оказывается, я снимаю какие-то для меня элементарные вещи, а люди спрашивают, а это что, почему вот так? Уже я забываю про это и мало снимаю, и мало рассказываю именно в постах. То есть эта страница, ей уже 100 лет, с 2013 года, а там 200 постов еле-еле набралось. То есть написать мне несложно. Благо, как сказать, гены пальцем не раздавишь. Мама у меня the best on the best писатель. Это я могу написать. Пост легко. Но это надо еще сфотографировать, так как Инстаграм — это все-таки визуальный контент. Вот это выложить, это все сделать. И так у меня и есть тексты постов. Нет. Все время меня что-то спрашивают. Я понимаю, что это интересно. И только из-за этих вопросов я это делаю. А так сказать, что я прям нацелена, что я прям веду в свой блог, конечно, я не могу это сказать, потому что очень я редко, в общем-то, занимаюсь этим моментом. Вот вы как раз сказали о вашей маме, а она известный поэт, автор многих детских книжек, Изета Астемирова. В 2017 году она вместе с Тамерланом Камболовым перевели книжку «Маленький принц». Вы никогда не хотели пойти по стопам мамы? Я думаю, что, конечно, в итоге, в конце концов, когда-то я приду к этому, к написанию чего-то, потому что я люблю это дело, писать что-то, проверять что-то за кем-то, кто как что-то написал. То есть я с этим родилась в этой атмосфере. Мне это несложно. Единственное, что сейчас, пока я нахожусь в Китае, я стала гораздо хуже излагать свои мысли на русском языке, потому что все равно это очень влияет. Общение с переводчиком, соответственно, у нее не такой уровень языка, и надо сначала упростить свое предложение, чтобы ей сказать. И так уже и я и сама так разговариваю, и пишу тоже так же, как переводчик на Алиэкспресс. То есть я уже вот так пишу. Но, скорее всего, я думаю, что когда-то я к этому приду. Рамина, вот сейчас вы официально трудоустроены, и вы, кажется, даже мне говорили, что у вас есть вид на жительство. Вот вы планируете в дальнейшем остаться в Китае, продолжить свою карьеру в вашем университете, или это просто очередная страница вашей биографии, которую вы успешно перевернете и продолжите свою жизнь? Я продлила сейчас опять контракт еще на год. И думаю, что в этом году я и закончу. Пока что временно, как минимум, я закончу эту работу, потому что мне надо ехать домой. У меня там дела и семья, и вообще я хочу домой уже. А вид на жительство это рабочий вид на жительство. То есть как только у меня закончится виза, этот вид на жительство тоже автоматически аннулируется. То есть я уеду, и они, правда, я в этом году уже думала, может, я уеду, но мне просто не то, что не дали, но они не хотят. Я такая скромная, но они не хотели, чтобы я уезжала. И вот мы обсуждали это, я обсуждала это с семьей, и мы решили, что еще на год я еще останусь. Потом поеду домой. Потом, может быть, со временем я приеду обратно. Думаю, они не будут против. Рамина, я желаю, чтобы ваша работа в Китае была только началом большой карьеры. Спасибо, что согласились на интервью. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Зайдин. Мы были на связи с хореографом Раминой Будаевой. Берегите хорошие связи, обретайте новые вместе с нами на телеканале «Осетия» и «Руштон».